работников сети школ первого президента Республики Саха-Якутия, базовых школ Академии наук Республики. Добрый день, уважаемые участники пленарного совещания работников сети школ первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Мы рады вас приветствовать на пленарном заседании нашего большого мартовского мероприятия, который, очень надеемся, в будущем станет традиционными мероприятиями нашей большой и дружной сети. В этом году мы проводим мероприятие, посвященное стратегии развития нашей сети под названием «Стратегия до 2032 года. 5 шагов модернизации». Стратегия была разработана нами еще в 2019 году, апробирована, прошла через большие научно-методические советы в Академии наук Республики Саха-Якутия, Министерстве образования и науки Республики Саха-Якутия, обсуждение в наших коллективах и совете директоров наших школ. Безусловно, есть определенные моменты, над которыми еще предстоит нам работать и совершенствовать. Но сегодня мы видим четко и ясно те шаги и пути, которые нам предстоит сделать для совершенствования нашей деятельности, для дальнейших прорывных путей развития наших школ. Мы сегодня с вами возрождаем те славные традиции, которые были заложены первым президентом нашей республики Михаилом Ефимовичем Николаевым в 90-х годах, когда в республике создавались авторские школы, которые должны были сделать прорыв в образовании республики. И они, безусловно, справились с этими задачами. Это наши с вами школы, наши с вами первые директора во главе с нашим национальным лидером Михаилом Ефимовичем Николаевым. И мы сегодня не просто отдаем дань уважения тем людям, которые стояли у истоков в 90-х годах в сложное время нашей республики. Мы сегодня эффективно используем те вложения государства, общества и нашего народа, которые были вложены в 90-е годы, 2000-е годы, огромные инвестиции в наш капитал, в том числе человеческий, педагогический и материально-технический. Сегодня мы с вами будем обсуждать нашу ключевую стратегию, как нам идти дальше, чтобы не оказаться на обочине развития, а стать лидерами. Сегодня принимают участие в пленарном заседании первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев, Феодосия Васильевна Габышева, председатель Постоянного комитета Государственного собрания Ил-Тюмень Республики Саха-Якутия по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций, доктор педагогических наук, профессор. Любимова Ирина Павловна, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Егоров Владимир Анатольевич, генеральный директор целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия, кандидат физико-математических наук, доцент. Директора и коллективы школ сети школ первого президента Республики Саха-Якутия. Уважаемые коллеги, прежде чем начать наше пленарное совещание, разрешите слово предоставить хозяйке этого славного учебного заведения, директору Якутской городской национальной гимназии имени Антонины Гаврилевны и Николая Константиновича Черяевых Валентине Семеновне Пермяковой. Үтө жоро күн тосқойбытынан күнді беге бастықы президент Михаил Ефимович Николаев осколаларын, сетімін учуталларын, маңнайғы сүбе моньяқтарынан, Черяевтар аттарынан Жокускай кораттағы национальный гимназия коллективін атыттан барығытын ити истің әғарде болуқтын. Ондан Юрий Иванович әппітін күрдік сеть президентских школ СПШ беге бастықы президент Михаил Ефимович Салайытынан 9 сылларға ағыламыда. Бұ манна болағына бұ біліңе бар лицейдер, гимназиялар
сүрдәгән түмсен үлеләрен хагалабыттыра. Ол түмсен үлелерин хагалыларгар биһиги директор бит Николай Константинович Черяев, амбастакынан манна коракка түмәтчи, ситим значогун оңорторон бәйетінен, жону бартын түмен, осколалары түмен, биһиги гимназия бит атын гимназияларынан Заречный улустарынан баран хылдян, хүрдәх, күстәх үлени хагаланнар, бирге түмсен, бу биһиги сақа оғыбыт саргыта халалларын туһугар күстәх үлени оңорбыттара. Онтан бу билигин 2010 сылтан Михаил Ефимович эмие сағалаханынан Юрий Иванович түмүйтүнен биһиги 2 стыыннанаммыт билигин Михаил Ефимович Николаев ситимин осколатын ситимин коллективтары боллубут. Онан боллагана бу бүгүнгү биһиги бастакы сүбе түмсүүбүт, сүбе муньякпыт, маннык көрүңнәхтик ытыллан бу ситимге үлели хылжар учуталлар бирге түмсәммит, бир санаға түмілләр биткеме келле, тоғостақ түген үескәді дисаныбын, тоғы детаққа білеген бігеқа самай сорокпут тен болар, бігі хамай кыхалқабыт текқа әп болады, бігі оғылар бұт сақалы саңарбат болан әреллер. Оны қолыбырдан әттәқі қолыбыр бұл бігі бастықы кластан ағылан оттан 11-іскі оғылары өретебет. Төрдүстен үйе оғылар бұт хаңаралылар. Онтан төрдүстен кыра оғылар бұт сылттан сылайы бігі кәтән көрүүні ұйтабыт. Оғылар бұт сылттан сылайы хақалы хаңарбат оғылар кәлілер. Бұйылғы маңнайғы кластар бұт олық хаңарбаттар дек қойып. Қолыбыр кластарын егер ұшыталарын күтті чөй байдық кәпсетелілер, урокка ағалы, алтығалар тақсан бардылар дағаны бәйелерін күтті алтығар тылларан ұтчалы. Иннегінен бігі білігін үлебітін түмәммет, төріпіттер сүбелерін түмәммет, бастығы кластары түмәммет, үлебітін сағылаты бұд, оны күтті тәңе бігі бұл бүгінгі көрсүйінен ситим үлетін әмие ити қайысқанан бігі бұл коракка сақа осколаты болыр. Бұд тұғынан бұл қайысқаға бары түміллөк бүттен хүрдәқтік үйерен бігі гимназия бүгін бұл астынан бары коллективынан келен олар бұд. Онан бары оғылар бұд тұстарғар түміллөғін сақа сақанан кере бары бірге болу қайын мақтал, таптал, әрел. Мақтал үтіет ылғытығар Валентина Семеновна бігеге сүрбе бұл сеть президентских школ сүрбе ғылығар әме манна мұстаммы директордар сына олараннар үшөй баты улахан рыты бол бұта ол көрдік бігеге бұл үтіет жылан хағаламыд мұняқ бұтын сағылыр бұтын көңілләң бүгінгі кәпсетер тылбыт бігеге Хақа Республикатын хударственне тыла хақалы тыла болуын кем хақалы тыынна хаңала хақалы хаңарар оннан ұтча ұлын ұтча тылынан әме хаңарарға көңілленер кем кақтақ болланы английска тыл әме бабуллы бат. Итак, уважаемые коллеги, разрешите предоставить первое слово с докладом «Президентские локомотивы инновационного образования Республики Саха-Якутия» Захаровой Дарье Иннокентьевне, директору Амгинского лицея имени академика Леонида Васильевича Киринского, кандидату педагогических наук. Уважаемая Дарья Иннокентьевна, вы один из директоров, которые стояли в основе создания этих школ. Просим вас выступить. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Михаил Ефимович, Феодосия Васильевна, Ирина Павловна и участники сегодняшнего пленарного заседания. Почти четверть века назад, в 1997 году, в самые трудные постсоветские времена, понимая абсолютную ценность образования для республики, указом нашего первого президента, уважаемого Михаила Ефимовича Николаева, была создана сеть президентских школ Республики Саха-Якутия.
Перед нами была поставлена цель стать точками роста новой образовательной системы, центрами образовательных технологий, высоких технологий, инновационными школами. Были созданы условия, необходимые для современного учебного процесса, и выставлено государственное требование. Качество обучения должно гарантировать поступление в вузы не менее 70% выпускников, обязательное участие и призовые места в разнообразных олимпиадах, заметные результаты в научно-исследовательской работе, воспитание высококультурных, интеллектуально развитых молодых людей. Учиться в наших школах было не только престижно, но и ответственно. Творческое начало, творческая инициатива и наивысшая ответственность были главными составляющими нашей работы. За эти годы наши гимназии и лицеи показали себя как школа глубоких и прочных знаний. Учебные планы наших школ, реализуя идеи общего образования повышенного уровня сложности, сформировали углубленное изучение определенного цикла учебных дисциплин за счет предоставления учащимся широкой возможности выбора учебных предметов, входящих в вариативную часть, что привело к безболезненному переходу к профильному обучению, затем и внедрению новых государственных образовательных стандартов. Основной задачей дополнительного образования было создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся и учителей, развитие творческих, интеллектуальных возможностей, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность. Сегодня эти наши студии и кружки превратились в школьные технопарки, кванториумы, стали подспорьем для участия в соревнованиях WorldSkills, большие вызовы и другие. Ориентация преподавания на развитие у учащихся умений мыслить, рассуждать, искать решение проблем стала характерной чертой наших школ. В этом немалую роль сыграла организация исследовательской деятельности обучающихся. Сегодня проектной исследовательской деятельностью охвачены почти все лицеисты и гимназисты. Исследовательская работа стала образом жизни наших школ. Гимназии и лицеи в сельских районах стали ресурсными центрами организации этой работы, организаторами движения «Шаг в будущее». Школы сети – это прежде всего были центры научно-методической, интеллектуально-просветительской работы с педагогическими кадрами, родителями, населением, общественностью. Состоялся переход методической работы на уровень научно-исследовательской. В наших школах еще в начале 2000-х появились первые кандидаты наук, которые внесли в развитие наших школ огромный вклад. Во-первых, обобщая наш инновационный опыт, во-вторых, показывая пример, что простой учитель может достичь вершин науки. Здесь, конечно, огромную роль сыграла президентская программа «100 аспирантов». Сегодня наши школы имеют тесную связь с научными учреждениями Республики Саха, России, разрабатывают совместные научные исследовательские проекты в лабораториях научных институтов. В 2019 году 10 школ стали базовыми школами Академии наук Республики Саха-Якутия. Показателем высокого уровня методической работы учителей явилось проведение авторских семинаров, курсов, создание авторских программ, учебно-методических комплектов, методических пособий, участие и победы в профессиональных конкурсах, многих международных, российских, республиканских научных конференциях. Школа сети – это школа новых информационных технологий. И если на первых порах мы видели применение компьютера только в учебном процессе, на котором отрабатывали базовые навыки пользователя, то постепенно мы переходили к более сложным интерактивным системам, в которых компьютер соединялся видеосистемой, кабельным телевидением, сетью интернет. А сейчас мы активные пользователи глобальной сети. Сегодня у нас целая цифровая образовательная среда. С 2005 года реализуется программа начального аэрокосмического образования с целью формирования обучающихся системы аэрокосмических знаний, развития основ планетарного мышления через кружки начального ракетомоделирования, спецкурсы, выездную школу-семинар на базе аэрокосмического лицея имени Кондратюка. С 2019 года началось сотрудничество с Центром подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Совместный проект «Старт в космос» объединяет в себе не только олимпиады, конкурсы, кружки, но и стажировки в Центре подготовки космонавтов и летнюю смену в лагере ЮНЕЙС Амгинского лицея.
Эти основные прорывы наших школ дали нам возможность стать локомотивами развития общего среднего образования в Республике Саха-Якутия. Но необходимо отметить и проблемные стороны развития, характерные последние 7 лет для всех школ. Прежде всего, ослабела сетевая форма общения школ, методическая взаимопомощь, а также цели и задачи школ замкнулись в лучшем случае на муниципальном уровне, а в большинстве случаев перешли только на уровень школ. Также отмечается постепенное старение кадров, заметен отток учителей и ученых. И в связи с этим перед педагогическими коллективами школ возникла необходимость развития наших школ, формирования нового поколения педагогов и учителей. И в 2018 году было принято решение о возрождении сети президентских школ Республики Саха-Якутия и трансформацию данной сети в сеть школ первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Создание и возрождение сети не только дань уважения инновационным и прорывным идеям первого президента Республики Саха Михаила Ефимовича Николаева, но прежде всего восстановление исторической справедливости. Мы сегодня готовы возродить интеллектуальное главенство в системе образования и стать площадками по разработке и апробации современных учебных программ, технологий с последующим внедрением их по всей республике. И в конце своего выступления короткое лирическое отступление. В каждой школе есть свои герои, свои имена, свои выпускники, которые состоялись как личности, как профессионалы своего дела, которые делают нас известными, счастливыми, уверенными в том, что мы на правильном пути. Прийти к правильному выбору, реализации себя в этой жизни можно разными путями. У кого-то этот путь короткий, кому-то выпадают испытания. Среди наших выпускников ученых, министров, руководителей больших предприятий и компаний, общественных деятелей, депутатов. Но сегодня речь моя пойдет о самом обычном нашем выпускнике 2000 года Дмитрии Давыдове, о котором сегодня говорят не только у нас в республике, но в России и в мире. Когда и где заложен этот талант? Во-первых, конечно, в семье, и, во-вторых, конечно, в школе. Принцип наших школ не сломать, не задавить, дать возможность каждому развиться, стали основной формой формирования такой личности. Сердце наполняется радостью, гордостью, когда слушаешь, смотришь его интервью. Основные его слова: «Мой дом», «Моя родина», «Моя культура», восхищение языком родного края. Все это дает ему выход на другие культуры, другие языки нашей многонациональной страны. Это и есть настоящий современный человек, патриот своей малой родины, своей страны, интеллектуал и интеллигент, которому дали старт нашей школы. Дорогие коллеги, такой потенциал нельзя оставлять. Надо работать, творить во имя будущего. Спасибо. Спасибо большое, уважаемая Дарья Иннокентьевна. Безусловно, та история за 25 лет мы с вами сделали огромный рывок, оставили хороший след, и его нельзя забыть, и надо идти и продолжать ту славную деятельность, которая у нас была. Сегодня отрадно, что в нашем пленарном заседании принимают участие главы и заместители главы муниципальных районов нашей республики, наши учредители наших школ, а также начальники управления образования и их заместители, которые также принимают участие. Мы видим, кто зарегистрировался. Наши коллективы сидят в своих школах, в разных кабинетах, в том числе в актовых залах, так что практически все принимают участие. Мы приветствуем вас, уважаемые коллеги, несмотря на свою занятость, вы принимаете с нами участие в решении, возможно, судьбоносных направлений нашей деятельности, которые через десятилетия станут не только флагманами образования, но и, возможно, развития улусов и наших административных центров. Разрешите сейчас
предоставить слово Татаринову Федору Федоровичу, председателю Совета директоров сети школ первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, директору Мирюнской юношеской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева с ознакомлением стратегии развития сети школ первого президента Республики до 2032 года. 5 шагов модернизации. Уважаемый Федор Федорович, вам слово. Ваставаллах Михаил Ефимович, Федосия Васильевна, Ирина Павловна, онна бүйіңі пленарный мұнях кыттылақтар. Ваставаллах коллегалар. Бұл бүйіңі мұняққа стратегияны білейіндер бін көңілден, стратегияውን нючалы білейіндер ям. В свете наших новых задач развития российского образования в глобальном мире, стремительных изменений, изложенных в национальном проекте образования и указа главы Республики Саха-Якутия Арсена Сергеевича Николаева о стратегических направлениях развития образования в Республике Саха-Якутия, перед нами встала необходимость в переосмыслении своего педагогического опыта и создания образа желаемого будущего развития школ первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева до 2032 года. Наша стратегия сохраняет заложенные традиции сети президентских школ и идеи Михаила Ефимовича Николаева, как прорывного проекта в сфере образования, способствующего наращиванию интеллектуального потенциала республики. Сегодня наши школы должны возродить интеллектуальное главенство в системе образования республики и стать площадками по разработке и апробации современных учебных программ с последующим внедрением их по всей республике. Нам предстоит огромный труд, наш труд, труд педагогов. Только те коллективы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, окажутся победителями. Мы должны четко понимать, что сегодня от нас ждут не только ежедневных преподаваний, а прежде всего создания уникальной системы обучения. Стратегия сети разработана с учетом основных направлений государственной политики в сфере образования и основывается на их основных положениях. Школы сети должны создавать инновационные проекты и программы, которые имеют существенное значение для обеспечения модернизации и развития системы образования. Ключевым стратегическим документом в России является указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, который определил цели развития системы образования, а также указ главы Республики Саха-Якутия от 22 ноября 2018 года о стратегических направлениях развития образования в Республике Саха-Якутия. Она ставит перед нами цель образования, создания условий и возможностей для самореализации и развития способностей каждого человека, обеспечения кадровых потребностей, новой высокотехнологичной инновационной модели развития экономики, повышение конкурентоспособности человеческого капитала Республики Саха-Якутия. Ключевым во всех стратегических документах выступает развитие человека и его талантов. И обеспечение глобальной конкурентоспособности образования мы должны войти в топ-10 лучших систем образования мира. А для этого каждая наша школа должна показать лучшие результаты в мире. А школы повышенного уровня, гимназии и лицеи еще и высокие показатели. Арсен Сергеевич поставил перед системой образования цель – вхождение Республики Саха-Якутия в число 15 лучших субъектов Российской Федерации по качеству образования. А мы в целях достижения данного результата, как школы-локомотивы, передовые и инновационные школы, должны поставить цель – войти в топ-100 лучших школ России к 2024 году. Нашей миссией должно стать способствовать повышению интеллектуального творческого потенциала УЛУСа, Республики Саха-Якутия и России для прорывного и устойчивого развития в 2021 веке. Наша цель – создание эффективного образовательного пространства на основе единства культурного, научного, образовательного, экономического и социального процессов, направленного на развитие одаренности и развитие каждого ребенка и педагогов для реализации воплощения их талантов. Интеграция
в мировое образовательное пространство и обеспечение лидерства общего образования на мировом уровне, войдя в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. Для этого мы поставили наши задачи. Это разработать инновационную образовательную программу опережающей подготовки профессионально ориентированных и духовно-нравственных выпускников. Разработать инновационную образовательную программу постоянного повышения квалификации сотрудников и реализации их творческого потенциала, а также создание базы наукоемкого производства современной IT-продукции, техники, технологий для обеспечения практикоориентированного обучения и раскрытия талантов наших детей. Создание уникальной инфраструктуры, полноценной и комфортной жизнедеятельности в каждой школе. Исходя из этого, наше видение – это наши выпускники, которые владеют 3 языками и более, обладают глубокими академическими знаниями, навыками широкого спектра, поступают в ведущие вузы России и мира, являются людьми с активной гражданской позицией, которые вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие республики и страны, умеющие играть на классическом музыкальном инструменте, владеющие мастерством изобразительного искусства, играющие в шахматы и ведущие здоровый образ жизни. Наши учителя и педагоги – это команда единомышленников, умеющих преподавать на 2 языках, учителя-исследователи высокой профессиональной подготовки и компетентности с высоким духовно-нравственным капиталом, исследующих свою и международную практику, обобщающих свой труд. Также должна существовать своя система менеджмента качества, нацеленная на повышение результативности планирования, эффективности использования ресурсов, создание синергетического эффекта сети в достижении общих и частных целей. Мы определили приоритетные направления развития сети школ. В него входит 9 проектов. Первое – это проект «Современная школа», который направлен на обновление образовательных программ и внедрение новых инновационных методик и воспитание современных образовательных технологий предпрофильного и профильного обучения. Это разработка и реализация инновационных образовательных программ на всех ступенях обучения, на основе применения высокотехнологичных средств обучения, на основе международного опыта. Также создание нового уклада школы на основе внедрения режима полного дня. Второй проект – это «Учитель будущего», который направлен на формирование новой позиции учителя, учителя-исследователя и расширение его профессиональных ролей в соответствии с миссией сети. Внедрение системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей 100% учителей сети. Третий проект – это «Школа развития талантов». Он обращен на создание условий для раннего раскрытия и развития способностей талантов каждого ребенка и разработку системы педагогического сопровождения, а также раскрытие талантов сотрудников сети. Четвертый проект – это проект «Школа. Территория здоровья». Нацелен на воспитание культуры здоровья и здорового образа жизни, присущей духовно-нравственной личности посредством создания здоровья развивающей среды, построенной на основе экологических идей и бережного общения с природой. Пятый проект – это школьная инфраструктура, направлен на развитие среды современного образования, совершенствование материально-технической базы профильного технического, инженерного, IT, медицинского, естественно-научного и физико-математического обучения, создание новой практики деятельности гражданских институтов, школ сети. Шестой проект – это проект «Технопарк», направлен на создание научно-технологического центра развития науки в каждой школе, технологии и производства, на ускорение осуществления научно-исследовательских работ, опытного производства вплоть до реализации новой продукции, на развитие технопарков при школах. Седьмой проект – это «Качество образования», направленный на совершенствование формата и содержания оценочных процедур, их цифровизации и перехода технологий искусственного интеллекта на постоянный и системный мониторинг качества образования в школах сети. Восьмой проект – это проект «Глобальное партнерство и экосистема развития сети», направленный на формирование партнерских отношений с ведущими образовательными, научными, коммерческими,
производственными центрами Республики Саха, Российской Федерации и Азиатско-Тихоокеанского региона. Прохождение сертификации и аккредитации для признания документа об окончании школы сети на международном уровне. Расширение и укрепление сотрудничества с межправительственными организациями для развития и трансляции опыта на национальном уровне. 9-й проект – это коммерциализация и создание источников дохода. Направлен на формирование дополнительных источников дохода, коммерциализацию продуктов научно-технического, образовательного производства и постепенное привлечение дополнительных доходов для развития и подготовки кадров наших школ. Уважаемые коллеги, подведя итоги, призываем вас активно участвовать в мероприятиях и в реализации нашей стратегии. Именно от вашей гражданской позиции будут зависеть наш результат, результаты наших детей, наших школ. И, уважаемые главы, начальник управления образования, наши учредители, Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, просим вас поддержать наши проекты и реализовать все задуманное во благо наших детей. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Федор Федорович. Просим выключить презентацию. Вы предоставили достаточно комплексно, кратко, емко наш большой проект, стратегию, которую мы разрабатывали все вместе. Уважаемые коллеги, у вас у всех в напечатанной, в книжном формате мы предоставили стратегию развития сети. Каждый из 9 проектов, представленных Федором Федоровичем, очень хорошо и подробно расписан. Сегодня многие наши школы разрабатывают свои программы развития, в том числе очень большинство из них уже разработаны. Ключевое, о чем попытался нам представить Федор Федорович, это является нашей амбициозной целью и задачей. Мы с вами увидели, что наши школы должны превратиться не просто в школы, которые сегодня занимаются занятиями, дают уроки, а являются научно-образовательными центрами. Учителя меняются, становятся источниками знаний, не только их интерпретаторами. Они становятся исследователями, ибо мы живем в мире, когда меняются, безусловно, очень быстро. Сегодня была одна парадигма, завтра с помощью открытия новых научных, технологических идей парадигма науки, мира меняется абсолютно очень быстро. Вчера космическая отрасль принадлежала только государству. Сегодня космическая отрасль принадлежит частным лицам, имея огромные капиталоемкие производства. И вместе с ним мы должны меняться очень быстро. Меняться должна инфраструктура. Сегодня должны создаваться лаборатории, ибо сегодня школьное образование не просто теоретические представления на уроках, это глубокие лабораторные исследования, ибо сегодня мы работаем уже с наночастицами 10-9 степени не только в научных лабораториях, но и в школьных лабораториях, как это делают учащиеся Актемского лицея, как делают учащиеся Чурапчинской гимназии, изучающие современные методы робототехники и мехатроники, учащиеся в конкурсах, конференциях в Соединенных Штатах Америки, как получают патенты учащиеся Нюрбинского технического лицея и Намского улусной гимназии. Сегодня мы должны построить школьные технопарки в каждой школе. Сегодня наши технопарки есть в 5 из 12 школах, должны появиться в каждом из нас. Наши учителя должны стать авторами учебных пособий. Я прочитаю вам отрывок из отзыва на комплект пособий Юрия Афанасьевича Лазарева по физике 9, 10, 11 классов, записки по электродинамике, записки по квантовой физике. Юрий Афанасьевич Лазарев, заслуженный учитель республики, учитель Нюрбинского технического лицея. Пишет один из экспертов, ученый, доктор наук из Института стратегии развития образования, автор федеральных учебников. Ознакомившись с вашим трудом с большим интересом, могу сказать,
В лаборатории естественного научного образования института я работаю много лет и занимаюсь опытно-экспериментальной работой в школах Московской области и города Москвы. Среди учителей Москвы, Московской области много опытных учителей физики, в том числе заслуженных учителей России, кандидатов и докторов наук. Вполне понимаю вашу загруженность преподавательской работой. По крайней мере, никто из учителей столичного региона и города Москвы не является автором учебных пособий по физике. О вас много рассказывали на всероссийских всесоюзных олимпиадах, что из сельской местности можно создать подобную школу. Безусловным отличием в ваших учебниках является ясность по глубине изложения уровня математического аппарата пособия. Превосходят ваши учебники не только учебники общеприняты Пинского, Мякишева для углубленного изучения физики, но и многие учебники общего курса. Принятый высокий уровень математики в ваших пособиях обусловлен особенностями изучения физики и математики в Нюрнбергском лицее. Поэтому, если вы рассчитываете на распространение пособий на федеральном уровне, то математический уровень пособия целесообразно понизить. Часто он превышает не только возможности учеников, но и учителей физики. И много-многое другое. Это наш сельский учитель, учитель нашей с вами сети. И я уверен, что мы с вами сможем писать такие учебные пособия, ибо суть идеи наших школ является авторская. Безусловно, для этого мы должны приложить огромные усилия. И сегодня мы с вами вновь двигаемся в развитии в том направлении, в котором мы с вами поставили. Нам эту стратегию никто не писал, нам только помогали и направляли. И одним из выдающихся деятелей нашей республики в области образования, тем, кто вновь вдохнул и вдохновил жизнь в нас и собрал нас, является Феодосия Васильевна Габышева, которая впервые нами встречалась еще в 2018 году, в 2019 году, и нас собрала здесь, в этой школе, в январе-феврале 2021 года здесь. И именно с этой встречи мы с вами начали новое поступательное движение, когда мы заразились новой идеей и разрабатываем новую программу. Уважаемая Феодосия Васильевна, разрешите предоставить слово вам, чтобы вы также направили нас на путь истинный. Большое спасибо, что вы сегодня с нами сотрудничаете. Разрешите предоставить слово вам. Многоуважаемый Михаил Ефимович, уважаемые коллеги, просто сегодня, вот находясь здесь, я прокрутила те годы, которые мы прошли с вами вместе, с начала 90-х годов. Я сегодня в первую очередь хочу, Михаил Ефимович, передать большой привет от Юлии Николаевны Григорьевой, с которой сегодня мы встретились в рамках ее 80-летия. Она просила вам лично передать привет, да, потому что я чуть не опоздала на это, как наше событие, поэтому я передаю привет. Сегодня мы перед тем, как в нашу республику после 1992 года приедет президент Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев. Мы готовимся к этому. Тогда, Михаил Ильич, по вашей инициативе, в 1992 году приезжал президент Российской академии наук. Но я думаю, что это большое событие. Мы готовимся вот с нашими коллегами, с которыми я прошла, как сказать, от научной разработки содержания образования, ну, кончая там нашими принятыми документами по развитию образования, мы будем отмечать 21 мая 30-летие принятия концепции развития национальных школ. Именно эта концепция дала очень много творчества нашим учителям. Я думаю, что подтвердят многие наши коллеги. А также будем отмечать 1 апреля, но сейчас, к сожалению, этого нашего института нет. Я с огорчением говорю, Михаил Ефимович, что нашего института раньше вот якутского филиала не национальных школ, научного учреждения единственного у нас в республике. Этот институт был передан на федеральную собственность, и сегодня этот институт стал, ну, уже становится филиалом Института родных языков народов Российской Федерации. Но тем не менее я хочу сказать, именно
60 лет именно методическая, научная школа у нас своя была. По педагогике, по методике преподавания, по этнопедагогике, по разным направлениям. В принципе, то, что с дошкольного образования, кончая там средним специальным образованием, очень много было сделано. Хочу напомнить, что мы в 2016 году, и Михаил Ефимович, вы тоже принимали участие, мы провели Ленский образовательный форум, где пытались именно определить ориентиры развития образования в нашей республике. Очень масштабное, хорошее мероприятие. Мы приняли стратегию открытого образования. Очень многие направления уже реализуются, но тем не менее, хочу сказать, везде и всегда должна быть, конечно, преемственность. И хочу, чтобы эта стратегия тоже была отражена в развитии, то есть в стратегии развития наших инновационных школ в сети первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева. В этом году, в сентябре, мы проведем второй Вилюйский образовательный форум. Это как продолжение Ленского образовательного форума, который в общереспубликанском масштабе не проводится. Решили именно проводить в Вилюйской зоне. Это не значит, что это только будут принимать участие учителя из школы Вилюйского региона, будут принимать участие все школы. Недавно я встречалась прямо на днях с директорами агрошкол, потом с директорами политехнических школ. Коллеги сами выходят, чтобы мы вот так собрались, мы обсудили наши проблемы и перспективы, как нам дальше развиваться, чтобы наше образование именно было брендом, было визитной карточкой нашей республики. Сегодня хочу просто нам вспомнить, да, я помню 90-е годы, это с каким энтузиазмом наши учителя работали. Сегодня в наших рядах сидят и авторы учебников, учебно-методических комплектов, сами разрабатывали. Это первое поколение стандарта образования в целом по Российской Федерации было. Институт общего среднего образования, который разрабатывал именно этот стандарт. Обращался этот институт к нам, к нашим творческим учителям, нашим коллективам. И мы разрабатывали учебники, учебные пособия, программы, учебные планы для наших образовательных организаций. Было много творчества. И, конечно, благодаря тому, что Михаил Ефимович тогда 100 аспирантов, наших учителей, отправил именно в институт Российской академии образования. Открыли глаза, можно сказать, да, представили, узнали, да, что такое научная деятельность, да, научные основы. И, конечно, очень многие учителя вернулись уже с другим запасом, можно сказать, другой квалификацией. Я хочу сказать, что были стимулирующие очень многие мероприятия. В этом отношении то, что наши инновационные школы получали 15%, все очень хорошо помнят, наверное, да? Наши творческие учителя, которым мы оформляли творческий отпуск до 3 месяцев, даже до 6 месяцев, чтобы они разработали свои пособия, свои учебники, программы и так далее. Но я просто хочу напомнить, имена наших просто инноваторов, которые в те годы очень интенсивно работали и просто завлекали своим примером своих коллег. Это Долгунов Василий Сафронович, тоже соавтор концепции развития национальных школ. Да? Это очень активно работала Эльгейская авторская школа. Многие, может быть, это помнят, да, именно с каким энтузиазмом коллектив работал по интеграции. О чем, что сегодня говорим о компетенции, они тогда еще эти подходы сами разрабатывали. Лука Григорьевич, Клим Васильевич, очень такие передовые руководители. Нина Афанасьевна Алексеева, в этом году она стала народным учителем номером 2 в республике, то есть номером 3 в республике Саха-Якутия. Хочу напомнить Валентина Ивановича, директора Мирунской юношеской гимназии. Конечно, могу очень много
назвать фамилии, подтвердить Венера Илларионовна Илларионова, которая здесь среди нас сидит, просто с теми, с которыми прошли эти самые лучшие годы. Хочу сказать, что должны быть механизмы. Вот сегодня сказали, сегодня присутствуют главы муниципальных образований, я к ним хочу обратиться. Да, в наших программах, то есть в стратегиях развития образования обязательно должен быть раздел по развитию образования в муниципальных образованиях. Есть хорошие ориентиры, в принципе, там и наши учителя, директора школ, и наши передовые коллективы могут там многое подсказать и многое можно сделать. От вас очень многое зависит, а с другой стороны все время говорят, денег нет, денег нет, денег нет. Как сказать, это просто самый главный ответ может быть, да, кто не хочет дальше развиваться, а все равно надо искать все возможности. Сегодня я вот пользуюсь тем, что мне сказали, сегодня присутствует Владимир Анатольевич, генеральный директор фонда будущих поколений. Я хочу обратиться, чтобы там тоже конкретно был раздел по поддержке инновационных школ. Вот именно сегодня в сеть вошли инновационные школы, которые в 90-е годы заложили вектор развития в целом системы образования. Поэтому хочется, чтобы действительно и на муниципальном уровне, и на республиканском уровне была поддержка. Теперь по статусу этих школ. По статусу я, конечно, много думала, а с другой стороны, сразу всех перевести в статус не типового образовательного учреждения, чтобы действительно была воля творчества, да, а с другой стороны, конечно, там много вопросов с точки зрения и финансового обеспечения, а также, конечно, это подготовки наших кадров, именно уровня наших коллективов и так далее. Все равно надо думать, это перевод учреждений в нетиповое, некоторых учреждений в статус государственных учреждений, да, но при этом обязательно, вот механизм обязательно должен быть. Без механизма поддержки, конечно, это будут только слова. А сейчас будет разрабатываться отраслевая система оплаты труда. Там конкретно можно заложить именно инновационную деятельность наших образовательных организаций, в частности наших учителей и директоров образовательных организаций. В этом отношении на федеральном уровне сейчас тоже идут обсуждения, но с другой стороны сегодня пока конкретики нет, а с другой стороны нашу систему лучше нас никто не знает. Поэтому мы сами с учетом наших особенностей должны, конечно, внести свои предложения, чтобы именно отраслевая система оплаты труда работала и на поддержку наших инновационных школ. Также именно по методическому сопровождению Институт развития образования и повышения квалификации, наверное, все равно будет работать. А с другой стороны, я больше хочу обратить внимание, чтобы научные разработки, научное обеспечение было впереди. Да? Этот институт, может быть, будет заниматься и занимается в целом массовыми школами, да? А именно я хочу просто вот сегодня тоже как инициативу сказать, да, расширить научно-образовательный центр Академии наук и в перспективе там создать хорошую лабораторию, именно научную лабораторию по сопровождению инновационного развития образования в нашей республике. Этого требует сегодня время, как я уже сказала, многие наши научные структуры, к сожалению, сегодня упразднены, переданы и так далее. Вот такой механизм сегодня немножко, можно сказать, разрушен. Конечно, большая надежда на Северо-Восточный федеральный университет, но там их самая главная задача – это, конечно, подготовка кадров. Так, следующее, на что я хочу обратить внимание, очень много наработок, хороших инновационных наработок наших учителей. К сожалению, это все остается как вот труд именно Лазарева Юрия Афанасьевича, да, неизданными. Поэтому конкретно, если мы не создадим какой-то механизм, именно финансовый механизм поддержки развития школ сети первого президента, будут очень сложно
будут трудности. Поэтому я и обращаюсь к Фонду будущих поколений, а с другой стороны, все равно в программе развития образования конкретно этот блок должен быть именно отражен. Но, к сожалению, это сегодня недостаточно отражено в нашей программе, в показателях. Я думаю, что Ирина Павловна, любимого, которая сегодня принимает участие, но мне сказали, она отсутствует, да, мы передадим, чтобы именно в программе, ну и министру так, Михаилу Петровичу скажем, чтобы в программе этот механизм обязательно был. Потому что, ну, просто без механизма, вот четкого механизма очень сложно будет поддержку эту оказывать. А без поддержки, конечно, очень сложно. И следующее, хочу обратить внимание на сетевое образование. Сегодня вот по механизмам очень много сложностей, да, где вот зачитать как объем и нагрузку учителя. Тогда как этот учитель может работать параллельно в нескольких школах, да, ну, в школах повышенного уровня, где не хватает, в принципе, высококвалифицированных специалистов, а также, конечно, вот сейчас мы запустили один проект, да, консультация детей, медиков в красной зоне. И очень отрадно, я хочу отметить, сегодня вот преподаватели Северо-Восточного федерального университета сами отозвались бесплатно, как волонтеры помогать таким детям. Значит, у нас есть ресурс, и есть у нас люди, которые могут с нами в таком режиме работать. Но надо создать, я думаю, проектный офис, да, до создания лаборатории, потому что кто-то должен координировать. Вот мы встретились сегодня, потом через какое-то время только будем встречаться и обсуждать наши проблемы. А нам нужна вот системная работа. В этом отношении может быть проектный офис на базе Академии наук, может быть, да, на базе НОЦ или на базе вот Якутской городской гимназии. Это действительно площадка, где мы всегда вот собираемся с большой охотой, да. Может быть, эту площадку определить, как это, как проектный офис, да, именно по координации деятельности сети школ первого президента. Ну, я могу очень много говорить, поэтому я на этом закончу. Потом будут у вас соображения, вопросы. На эти вопросы я отвечу. Но мы в преддверии столетия нашей республики, поэтому я думаю, именно мы должны показать, как сеть инновационных школ, сеть школ первого президента нашей республики, чтобы быть впереди и показать ориентир всем остальным. Спасибо. Спасибо большое, Феодосия Васильевна. Я вот все записал, у нас секретариат тоже работает, запись ведется. 10 пунктов Феодосии Васильевны, очень четких и ясных, самое главное, нормативных. Самое главное, ключевое, уважаемые коллеги, хочу обратить внимание, если мы это не сделаем, это никто не сделает. И мы четко и ясно, каждый из нас на любых руководящих должностях, любой учитель, стоящий за партой, это должен понять. Кроме нас никто не сделает, кроме нас никто это не обоснует, не сформирует. Тем более есть огромная поддержка, и не воспользоваться этой поддержкой – это грех, и огромный грех перед будущими поколениями. Разрешите слово предоставить Ирине Павловне Любимовой. Первому заместителю министра образования и науки. Добрый день, дорогие участники сегодняшнего совещания сети школ первого президента нашей республики. Школы самые активные, самые инициативные сегодня собрались. И ваша инициатива сегодня о том, что вы разработали стратегию развития и разработали 5 шагов модернизации
школы повышенного уровня. На самом деле эта стратегия, если читаешь по пунктам стратегии, она очень интересна, сегодня она очень актуальна. И надо сказать, что первые, когда появились наши такие школы повышенного уровня, это были 90-е годы, 2000-е годы начала. Инициатива, конечно, была самих школ. Они собирались, тоже сплачивались, тоже объединялись, инициировали новые инновационные подходы в работе, инициативы именно по воспитательной работе, по повышению качества образования. Было много инновационных таких встреч, конкурсов. Поэтому в те далекие времена республика очень активно участвовала на федеральном уровне, на разных конкурсах. И поэтому с тех времен школы повышенного уровня во всех районах нашей республики создавались и поддерживались именно инициативы их на уровне руководства республики, нашего президента Михаила Ефимовича тогда, Министерством образования и науки в те года. А сегодня новое время, и новые руководители появились, и новые подходы появляются. Поэтому сегодня, когда по стратегии, которую вы разработали, ваша инициатива о том, что нужно создавать школы государственного уровня, надо изучить вопрос перехода на государственный уровень. Инициатива ваша на самом деле интересна, но надо сказать, что сегодня вы в каждом своем районе, конечно, являетесь таким локомотивом, драйвером таким образования на своем муниципальном уровне. Надо сказать, что многие школы стали опорными центрами качества образования в районе. И на базе школ проводятся не только мероприятия для детей по качеству образования, но и повышение квалификации наших учителей. И эта вся система работы сегодня выстроена на муниципальном уровне. Хочется сказать, когда будет инициатива поддержана перехода школ на государственный уровень, чтобы каждая школа из вас, из 10, конечно, имела и инициативу на республиканском уровне, чтобы ваш опыт работы, ваши инициативы были распространены, транслировались на уровне республики и всего региона. Это во-первых. Во-вторых, я хочу сегодня сказать, что мы недавно на январском совещании инициировали разработать положение инновационных школ, и при этом в этой инициативе, во-первых, конечно, и входит сеть именно школ первого президента нашей республики. Почему мы это инициируем? Потому что на самом деле с тех времен, как я говорила, прошло много лет, и теперь надо возродить те традиции, те подходы инновационные уже в новом ракурсе. Сегодня у нас в образовании очень быстрыми шагами входит именно цифровизация образования, новые подходы. Надо сказать, что не зря этот год обозначен годом науки и технологий, поэтому именно технологии, именно педагогической деятельности, методические технологии должны разрабатываться. Поэтому в этой связи тоже инициатива таких активных директоров, активных руководителей сегодня нам очень важна. Я сегодня думаю, что сегодня в эти дни вы обсуждаете, как повысить качество образования. Мы неоднократно говорили, что качество образования в республике должно, конечно, занимать первое место по всем направлениям, будь это воспитательная работа или академическая успеваемость детей, наших школьников. При этом мы ищем подходы, новые методы, технологии, как повысить качество образования. Поэтому сегодняшняя актуальная именно тема разговора среди руководителей, она должна быть
таким новой инициативой для всех руководителей всей республики. Я думаю, что на самом деле все наши, какие бы ни было результаты в воспитании детей, в обучении детей, самое главное это у нас академические результаты. Вот. И в материалах стратегии, когда вот изучаешь результаты единого государственного экзамена и участие наших детей на всероссийских олимпиадах, тоже есть там вопросы, над которыми надо продолжить и усилить работу по повышению качества образования. Поэтому я сегодня еще раз акцентирую ваше внимание, что наш результат – это все-таки академический результат наших детей. Вот. Я на самом деле хочу сказать, что хотелось бы с вами встретиться, поговорить с вами очно, но, к сожалению, сегодня мы не имеем такой возможности, и сегодняшние ваши такие творческие площадки, встречи ваши пройдут очень эффективно. Будут новые инициативы от вас, ждем. Поэтому я желаю вам творчества, чтобы каждый ученик в школе у вас получил удовлетворение, каждый родитель был доволен, а каждый учитель, конечно, имел только творческий подход к работе. И, как я говорила, новые методики, новые технологии на самом деле очень сегодня востребованы и ожидаемы от именно наших учителей. Я желаю всем плодотворной работы, чтобы такие встречи, интересные, очень актуальные встречи проводились часто, и вы, как самые активные, инициативные руководители, вокруг себя тоже собирали тех директоров, коллег своих, которые, особенно и молодых коллег, которые рядом с вами работают в районах по всей республике. Я желаю вам всем удачи. Спасибо большое, Ирина Павловна. Ирина Павловна поставила нам очень четкую задачу быть лидером в результатах единых государственных экзаменов. Но я надеюсь, что мы с этой задачей справимся. Разрешите слово предоставить Владимиру Анатольевичу Егорову, генеральному директору Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия. Владимир Анатольевич также всегда в нашей большой команде первого президента. Мы с ним начинаем очень большие проекты, в том числе по созданию инновационных центров Целевого фонда будущих поколений, инициированных Владимиром Анатольевичем. Уважаемый Владимир Анатольевич, мы благодарим, что вы с нами уделяете большое внимание, и ваш огромный опыт, багаж знаний, инновационных мыслей хотелось бы сегодня услышать в рамках обсуждения стратегии сети школ первого президента. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно? Угу. Спасибо за предоставленную возможность выступить на этой интересной площадке. То, что вот Юрий Иванович упомянул про инновационные центры, я уже рассказывал на январском совещании, и некоторые активные руководители учреждений уже вплотную взялись за это дело, и уже некоторые из них представили проекты. Значит, напомню, что это вот проект детских инновационных центров, инициированный фондом. Проект связан с не просто, вот, скажем, поддержкой инновационных центров со стороны фонда, он скорее даже направлен на то, чтобы как-то оживить, можно сказать, какой-то интерес и внимание на местах. То есть я имею в виду что если мы объединим усилия ваших учредителей, ваши собственные силы и силы тех предприятий, которые работают вот на территориях, на которых вы находитесь, да, и в том числе мы сможем предоставить также определенную помощь, то вместе мы, конечно, усилим наш проект. Любой тот, который вы задумали, который носит такой инновационный характер, который соответствует современным требованиям времени. И вот, собственно говоря, еще раз обращаю внимание, с каждым из вас я готов, в принципе, разговаривать и, в принципе, какие-то проработки делать.
Вот, я сейчас видел в программе, среди участников были и представители администрации. Вот, к сожалению, на тех совещаниях, которые были у нас ранее, у нас таких разговоров не было с учредителями, да, и не совсем было понятно, насколько учредители поддерживают вот те инновационные школы, школы сети первого президента, как видят их развитие. Вот, поэтому я считаю, вот это очень важный момент, когда нужно работать бок о бок с учредителями. Тем более, что каждый глава района подписывает договор о социально-экономическом развитии с теми предприятиями, которые работают на этой территории. И я думаю, что нужно добиваться, чтобы вот создание таких инновационных элементов вот в ваших образовательных организациях входили вот в этот договор. Вот. Далее, значит, я скажу некоторые моменты. Может быть, я повторюсь. Сейчас, к сожалению, я был на другом совещании. Наверняка вы много говорили о том, что сегодня в условиях такого массового дистанционного образования, в принципе, может быть, нет хорошей жизни, но стало легче гораздо выходить на такие передовые, ну, скажем, на передовых преподавателей, на передовые образовательные центры и в сетевой форме взаимодействовать. Скажем, из Центра педагогического мастерства Москвы или Московского центра непрерывного математического образования или еще, допустим, Сириуса, и, соответственно, заключить с ним договор, и чтобы самые такие дети, высокомотивированные и успешные дети, в каждой школе их, наверное, наберется не так много, а вот если вы в 10 школах соберете по там, 1, 2, 3 человекам, да, то у вас получится группа, которая может претендовать на самые высокие достижения. Ну, наверняка, я не знаю, вот сейчас, наверное, отчет какой-то был по достижениям. Ну, как я знаю, допустим, во всероссийских олимпиадах школьников, да, на заключительном этапе призеров, честно говоря, вот я не вспомню, может быть, кто-то из вас, как говорится, действительно подготовил, да, но мне кажется, что либо очень мало, либо нет просто, да. А все-таки вы передовые школы, и, наверное, нужно стремиться к тому, чтобы результат был на уровне России. Вот. И поэтому вот обратить внимание на такую сетевую форму взаимодействия, которая, когда вы не по отдельности выходите на ведущего преподавателя, а вот, скажем так, сообща. Далее, значит, вот о возможностях, которые сегодняшние дни вот открывают наши, да, еще дополню, да. Значит, сейчас фонд президентских грантов активно проводит конкурсы. Вот буквально вчера был последний день первого конкурса президентских грантов. И разыгрываются достаточно значительные суммы. Там сумма получается, самый минимальный грант до 500 тысяч. Далее есть от 500 тысяч до 10 миллионов. Есть даже свыше 10 миллионов. Я думаю, вот ваша юридически зарегистрированная организация могла бы тоже какой-то проект представить. Следующий конкурс будет, ожидается где-то летом. Так? И кроме того, если не участвовать, допустим, вот в этом всероссийском конкурсе, то можно участвовать на конкурсе главы. Поскольку, опять же, фонд президентских грантов в этом году выделил значительную сумму республике. Вот. Далее, значит, вот хотел сказать, что вот буквально на днях я встречался с представителями общества «Дягур» по работе с одаренными детьми. И, как вы знаете, конечно, достаточно так очагово работает это общество сегодня. Сам, значит, руководитель Иван Иванович Шамаев это признает. Вот, конечно, где-то на местах очень хорошо работают некоторые, по-прежнему работают так, как в 90-х годах, например, да, работали, проводя какие-то летние, зимние, каникулярные школы, да, но вот такого массового у нас движения нет, как было раньше. И вот, собственно говоря, мы тоже, фонд, поддерживаем это направление, и, собственно говоря, скоро будет конференция «Дягур», точнее, круглый стол они назвали, где будут обсуждаться проблемы развития. И здесь я внес предложение руководству Дягура о том, чтобы нужно обратить внимание на начальное звено. Вот если взять, скажем, всю пирамиду, да, фундаментом у нас является дошкольное образование.
Сегодня, в принципе, мы довольно много усилий вкладываем в дошкольное образование, и внимание есть. И результаты, в принципе, и на таком российском уровне признают, да, что есть у нас хорошие результаты, и детские сады активны. Проект «Одаренный ребенок» у нас развивается уже более 5 лет. Вот, вошел в Смарттеку, агентство стратегических инициатив, вот, и дальше вот должен распространиться. Вот, если взять среднее звено, то, в принципе, вот такое внимание оказывается через Малую академию наук. Там, начиная с 5-6 класса дети, в принципе, ну, развивают свои таланты. А если же взять начальное звено, то это звено у нас осталось, в общем-то, если не говорить незамеченным, да, то, в общем-то, учителя начальных классов самостоятельно работают. Мне кажется, здесь необходимо объединить усилия, и общество Дягур, я предлагаю вот возглавить это направление, или точнее не возглавить, может быть, да, скажем, включить в зону своего действия. Да? Как действовать, это на самом деле все равно усилиями вот тех передовых школ, которые этими вопросами как-то занимаются на определенном уровне. Вот мы с Юрием Ивановичем ведем переговоры с Институтом психологии Российской академии образования. Доктор психологических наук Наталья Борисовна Шумакова у нас давно, в принципе, с республикой, ну не то чтобы давно, но какие-то контакты у нас есть. Вот, и, в принципе, она готова, если мы готовы, вообще говоря, реализовывать проекты, связанные с таким гармоничным развитием детей, развитием одаренности, не в таком узкопредметном плане, да, а в плане такого общего гармоничного развития, да, то вот у Натальи Борисовны Шумакова есть и научные разработки, есть и практическая вот эта база в московской школе, да, поэтому, в принципе, вот с ней можно было взаимодействовать. Я знаю, что 3 школы уже ваших начинают, да, вот думаю, что это очень правильное направление, и надо его расширять вот на базе тех школ, которые заинтересовались этим направлением. Вот, далее вот я хотел сказать, вот, наверное, последнее, да, значит, у нас готовятся вторые международные интеллектуальные игры, International Science Games. Буквально вчера мы подали заявку на грант Фонда президентских грантов, ну, на ту часть игр, которая будет происходить онлайн. Мы подали от межрегионального общественного движения творческих педагогов-исследователей. Кстати, вы могли бы обратить внимание на это движение, да? Возглавляет Александр Владимирович Леонтович. Он же является президентом Международной организации по популяризации науки Милсет Восток. Эта организация имеет, вообще Милсет имеет несколько представительств по миру, по частям света, да, и вот Милсет Восток возглавляет Александр Владимирович, и он же буквально вот несколько месяцев назад назначен директором университетской гимназии Московского государственного университета. Поэтому я думаю, что с ним вообще нужно сотрудничать. Так? У него очень хорошая база. Я вот в декабре-январе был у него, и, соответственно, естественно, эта школа находится под опекой Московского университета, соответственно, очень хорошая база, и готовы они взаимодействовать с регионами, ставят себе как одну из задач поднять уровень образования в регионах. То есть летние школы могут быть организованы ими и так далее. Да? Вот. И вот, собственно говоря, от этого общества исследователей мы подали такую заявку и, соответственно, будем ждать результатов. Да? И вот международные интеллектуальные игры, пользуясь тем, что у нас онлайн-формат сейчас хорошо отработан, будут происходить в таком более широком формате. То есть у нас практически каждый ребенок, интересующийся науками, техникой, может, ну и даже искусством, да, может поучаствовать. Ну, то есть мы берем направление STEAM, наверное, вы знаете, да, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, да, вот. И, соответственно, вот по вот этим направлениям, если ребенок интересуется, то может поучаствовать в международных интеллектуальных играх. Вот нужно ориентировать своих детей вот на это участие, да. Вот. Ну и далее очные, там, конечно, уже отбор, да. И тоже нужно стараться попасть вот в команду, поскольку международное взаимодействие сегодня, наверное, такой залог такого успеха именно, как сказать, быть лидерами именно в России, поскольку
исторически у нас так сложилось, что, в принципе, мы ориентируемся. Вот и международная олимпиада Туймада у нас с 94 года проходит. На все-таки международные связи, да, и те связи, которые у нас установились, допустим, с Сингапуром, с Гонконгом, уже как бы ну, позволяет надеяться, что мы могли бы ориентироваться на них, да. Вот. И еще одно, вот на самом деле последнее, да, значит, недавно я был в образовательном центре «Сириус», точнее сейчас это уже не образовательный центр, так, а целый город, можно сказать, в Адлере, поскольку «Сириус» стал уже федеральной территорией, и, соответственно, там есть уже и парк науки и искусства, есть университет научно-технологический, есть школа, лицей и даже детский сад. Так? И, соответственно, порядка 50 гостиниц находятся в их распоряжении. Сейчас у них самый большой номерной фонд в Европе. И, соответственно, они сейчас предлагают дополнительные образовательные программы, используя вот мощности вот этих гостиниц и используя то технологическое оборудование, которое имеется у них. То есть на самом деле есть такая прекрасная возможность, сотрудничая с ними, значит, вот своих детей тоже пробовать туда отправлять, да, возить, можно сказать. И, соответственно, вот контакты у меня есть, Юрию Ивановичу я передам, значит, заместителя директора фонда «Талант и успех», вот, и предлагаю тоже вот на это обратить внимание. Взаимодействие с образовательным центром «Сириус». Вот, у меня, коллеги, в принципе, из содержательной части все. И, конечно, хочу пожелать вам всем успехов и большей активности. Сейчас у нас в России происходит много чего интересного, и за рубежом тоже, да. Поэтому я думаю, что нужно находить, делиться с коллегами и вот расширять свои возможности. Успехов, коллеги! Спасибо большое, уважаемый Владимир Анатольевич. Благодарим, что вы всегда нам всемерно оказываете большую поддержку. Благодарим, что вы лично и Фонд будущих поколений оказал большую поддержку в проведении 25-й Олимпиады школьников сети школ первого президента. И очень надеемся, что вот я записал 8 пунктов Владимира Анатольевича, и Владимир Анатольевич сказал: каждому руководителю, коллективу проявлять интерес. Я готов работать с каждым. Ну, дальнейшее уже зависит от нас. Уважаемые участники пленарного заседания, разрешите слово предоставить Михаилу Ефимовичу Николаеву, первому президенту Республики Саха-Якутия, государственному советнику Республики Саха. Михаил Ефимович, не слышно звук, пожалуйста, включите. Как слышно? Слышно. Спасибо. Уважаемые, я прежде всего Владимир Анатольевич, Дарья Иннокентьевна, Федор Федорович и Юрий Иванович. Друзья, учителя, присутствующие главы администрации на всех уровнях, работники. Я вчера в открытии 20-й юбилейной Олимпиады учащихся школ несколько рассказал историю и какие положительные результаты деятельности каждой школы в прошлом. И они действительно золотыми буквами писали историю нашего пространства и свои добрые дела. Сегодня мы живем в веке, безусловно, виды образовательного пространства изменились,
и нам надо подготовиться, но и стать составной частью международного образовательного пространства. Поэтому, безусловно, в одиночке наш выйти в это пространство. И вот сетевой подход наиболее подходящий во всех отношениях. И хорошо, что усилиями моих коллег и восстановлена тема, я искренне благодарен Министерству образования и тем, которые помогли навести оформить эту систему. Вы, наверное, обратили внимание, состав сети входит только одна городская школа, а все остальные сельские школы. Это не случайно, когда мы разговаривали. Надо все же упор надо делать не на слова, и возрождение сельских школ, где наши корни, где наша традиция, культура, язык. И надо сказать, именно население формировало наш университет. Его приспособить изменить и поднять. На селе очень одаренных. Вот сегодня приводил пример методики преподавания КИТ, ссылка на рецензию большого ученого, всю жизнь занимающегося этой проблемой, какую оценку. А если мы вспомним далекая наша деятельность, наш предшественник, выдающихся преподавателей, Георгий Бессонов, Борис Андреев, Михаил Алексеевич, это кладезь нашей педагогики. Так умный, философский осмысленно, сочетая и способность нашего народа, как они создавали новые педагогики, далекие, 50-50. Сегодня растут новые коллективы, в одиночку коллективы. Я помню 90-х годах, когда мы сидели и утверждали концепцию развития национальных школ, присутствовали все представители республик, Министерства образования, участвовал во главе председатель ЮНЕСКО. И какую выдающуюся оценку наших педагогов, заместитель председателя Валерий Якутов, что разработали такую концепцию. Имея такую богатейшую историю, такой багаж, негоже нам оставаться сегодня. И не случайно, если в 90-м году в развитии человеческих ресурсов по определению Организации Объединенных Наций мы занимали в Российской Федерации 41-е место, то есть в середине находились. А в 2000 году вышли на 8-е место. Меня слышно или нет? Слышно, слышно. Спасибо. Вот сегодня, я думаю, предложили сетевики свою концепцию развития. Я полностью поддерживаю и одобряю. Очень квалифицированно составленная концепция. Дай Бог, что мы общими усилиями реализовали бы, и наши сельские школы вышли бы в передовые рубежи в числе 100 лучших школ России. А это очень амбициозная задача. В России более 43 тысяч школ. Из них вот в числе 100 школ попасть.
Это просто чудо будет. На сегодняшний день ни одна наша школа республики не входит в состав, это состав лучших школ России. Я, не вдаваясь в педагогические секреты, как добиться этого, хотел бы несколько крупными мазками говорить, что вы в будущем ушли более глубже, поскольку я не вразрез концепции сегодня, которую обсуждаете, а дополнение, углубление тех моментов, которые вы предусматриваете в концепции развития сети. Первое, это все же нам надо усилить международный сегмент. Международный сегмент. Я последние 10 лет внимательно изучаю, почему от конца второй половины 20 века и особенно рельефно выражается в начале 21 года, на мировую арену вышли азиатские страны. И все же, вот, ознакомившись с их материалами, я пришел и глубоко сегодня убежден, они очень серьезное внимание уделили образовательному процессу. Именно образование, именно через развитие науки они выходят сегодня на передовые рубежи. Они сегодня не потребители технологий, которые всегда Европа предлагала, американцы и Соединенные Штаты Америки. Сегодня они производители технологий во всех аспектах. Во всех аспектах. Это именно благодаря образованию и развитию науки. К сожалению большому, у нас и России, у нас и республики, мы только констатируем роль образования, роль науки. Хотя задача ставится быть в числе 15 ведущих стран мира, быть среди по образованию, по качеству образования. Так? И мы ставим республика. Но в реализации пути и механизмы все же не отработали. И вот попытка еще раз сосредоточить внимание в лице сети президентских школ, я думаю, заслуживает не только внимания, не только изучения, но и поддержки, прежде всего поддержки Министерства образования, Фонда будущих поколений, это Академия наук, правительства и так далее. Где они расположены, наши школы сельские, муниципалитеты? Сегодня учредители являются муниципалитеты этих школ. Поэтому основная тяжесть будет ложиться в муниципалитетах, их руководителях, их образовательной системе. Вот давайте, товарищи, не только сигналы шли на это сверху, а снизу. Школа готова. Вот те школы, которые входят в сеть президентских школ, они готовы. Первое, я муниципалитетов, руководитель муниципалитета просил бы не отвлечь внимание на всякие, понимаете, текущие дела эти школы. Не отвлекать педагогический коллектив на различные мероприятия. У них громаднейшая ответственность. Громаднейшая ответственность. У них просто и времени не хватает. Какие требования ставятся и что они должны решать. Всячески внимательно подходите. Любите по-простому людей, которые работают в школах.
любите. У меня в библиотеке настольной книгой, любимой книгой является книга Сухомлинского Владимира Александровича «Сердце отдаю детям». Как любой системе подходит ее книга. Это настольная книга. Как четко, философски осмысливая, директор школы является и классным руководителем в течение 30 лет. Он прямо говорил, если директор не классный руководитель, то он не знает детей. А если детей не знает, то своих учителей тоже не знает. Я вот года тому назад издал книгу, маленькую брошюрку «Познавать, чтобы созидать». От физико-математических олимпиад до Всеазиатской физической олимпиады. И там попытался описать именно образование в Японии, Китае, Южной Корее. Вот этих китов современного мира в образовательном пространстве, через образование, как они поднимаются, я думаю, все же каждая школа, каждый учитель все же должен познакомиться, почитать, узнавать, что из себя представляет это образовательное. Поэтому вам очень много даст именно усиление международного сегмента. Я считаю, что 21 век – это золотой век образования. В чем суть? Почему я называю ее золотым веком? Никогда в истории человечества не было такие открытые международные онлайн-школы, курсы, где размещаются лучшие уроки, лучшие лекции лауреатов Нобелевской премии, выдающихся ученых современности. Есть такие курсы, которые на 20 языках, на русском есть. Поэтому, когда мы говорим усиление сегмента международного сети президентских школ, я прошу, чтобы каждая школа выходила. Дети каждой школы. Благо, что вот прошлый год, настоящее время, все же бурное развитие онлайн-конференции, преподавания, уроков у нас в республике получило. Все же мы хороший урок получили, виртуально работать. Так давайте использовать. Сегодня, если мы наочно переходим, так, это очень хорошо, но вы используете те навыки, те отработки уже на международном плане онлайн участвовать в курсах. Каждый ученик, начиная с 8 класса, он должен присутствовать именно в таких открытых школах, курсах и получать дополнительное образование самостоятельно. Следующее, на что я хотел бы, чтобы наши дети в сети президентских школ были многоязычниками. Многоязычниками. Потому что современный мир и современный молодой человек будет постоянно жить и работать в общении с миром. Будь виртуально, будь очно. Во всех аспектах будь виртуально работать, тогда нам надо в обязательном порядке, это требование жизни уже, требование развития, это быть многоязычником. Многоязычником.
И это все навыки надо с детского сада. Человеческий мозг уже и наукой доказаны, что с 6-летнего возраста уже 60-70% мозг человека сформирован. В это время, в период интенсивного формирования мозга человека, он практически никаких трудностей не испытывает, никаких барьеров нету. Его надо использовать. Не случайно умнейшие японцы говорят, после 3 лет бесполезно, поздно. Поэтому в сети президентских школ это основное должно быть, одно из основных требований. Второе, конечно, материальная база, содержательная часть. Великолепную школу построили. За последние 30 лет мы, по-моему, по моим подсчетам, где-то порядка 400 школ построили. Это небывалый темп развития, создание материальной базы республики. Но вот содержательная часть, новые проекты, новое строительство, все же некоторые моменты не учитывает. Сегодня вторгается система образования, создание научно-технических парков школьные. И где? Почему проекты не предусматриваются? Сегодня создаются уже научно-образовательные центры. Не школы, а научно-образовательные центры. Этот момент учитывается или нет? Школы с лабораторным оборудованием очень бедные. Очень бедные. Классы пустые, 4 стены. Расходных материалов нету. Даже школьную программу не обеспечивается. Лабораторное оборудование. Мы должны создавать мастерские. Целые мастерские. И не только учить ребят, но создавать те или иные оборудования. Будь робот, будь 3D и другие моменты, которые надо, будь это летательные аппараты. Сейчас массово применяется. Создавать различные платформы для виртуального обучения, общения. Мы продуктами пользуемся зарубежными в основном. Хотя, говорите, вот центры Москвы и так далее покупают. Они же тоже переписывают, понимаете. Почему мы сами в школах, в районах, в ЛУСах, почему не создаем платформы, которые помогли бы внедрению в целом цифровой экономики? Цифровая экономика без платформ не пойдет. Это каждый знает. Поэтому ребята должны учиться не только получить определенную сумму знаний, как в прошлом мы получали, а уже навыки создавания тех или иных технологий. Навыки. Они уже умели практически делать. Вот почему сегодня требуется командная работа. Не одиночки участвовать, понимать, в олимпиадах, вызубрить, память развивать, через память побеждать. Сегодня командный подход. Люди разных национальностей, вероисповеданий, уровня знаний и так далее, командам решали те или иные проблемы. К этому надо готовить ребят. Следующий, второй вопрос вот в связи с этим развитием меценатства. Вот, который я изучал, зарубежный опыт, зарубежный. Даже такие богатейшие страны, как Япония, как Соединенные Штаты Америки,
Корея и так далее, имеет колоссальные фонды выпускников. В Соединенных Штатах Америки 2 миллиона фондов имеется. В основном при школах, при университетах, при колледжах. И выпускнику с аттестатом зрелости получив, пока он едет на место работы, устроится и так далее, приходит письмо с содержанием: не забудь альма-матер. У нас такой культуры пока нету массово. В одиночке есть. Поэтому давайте договоримся в текущем году во всех сетях президентских школ имели советы меценатов. Эти меценаты не обязательно выпускники должны быть, но желательно, конечно, работающие выпускники, прежде всего. Но и другие хозяйствующие субъекты были. А вот в ноябре, где-то в конце года, давайте проведем форум меценатов в сети президентских школ. Я обращаюсь к Владимиру Анатольевичу, фонд будущего поколения. Долгое время фонд вкладывал финансовые ресурсы в создание материальной базы. Это нужно было. Но сегодня, как вы правильно уже начали, вы поворачиваете работу фонда, вкладывать на человека, на ребенка. Назначение, название фонда так и называется — фонд будущего поколения. Это имеется в виду дети. Вот хороший пример дает наш большой человек Арсен Томский. Вот сейчас подобрал 10 ребят, одаренных ребят, и будет их учить в самых престижных университетах мира. Будет платить он сам лично. Я недавно с ним встречался здесь, в Москве. Мы долго беседовали, его видение. Я поразился. У него, оказывается, задумки есть открыть университет частный в Якутске по готовке айтишников. Вот пример, живой пример. А зарубежных, Массачусетских и так далее, университетах учить это сотнями миллионов долларов надо. Он говорит, я буду платить сам. И меценат у нас тоже имеет свою историю, свои традиции и так далее. Один безграмотный в то время меценат Кривошапкин Саймиконского улуса. Я помню, по-моему, 25-я школа долго стояла. Это напротив, рядом с театром, Тахотеатра. Каменное здание. Построено, понимаете, практически в конце 19 века. Двухэтажное. Люди понимали, как, насколько для развития, для подъема республики нужно образование, школа. Вот давайте, мы в свое время тоже в 2000 году тоже начали возрождать меценатство, но потом затухло все это дело. Я помню, в 2000 году меценаты внесли в школы 200 миллионов рублей. 200 миллионов рублей. И поэтому, вот, Владимир Анатольевич, благо, что я стоял в создании этого фонда на истоках этого фонда. И назначение понимал. Вот давайте сейчас мы общими усилиями то, что вы поворачиваете его в правильном направлении, так, поддержим
И вы первый, вот именно с каждой школой в договорных началах с участием муниципалитетов, как вы сегодня отрабатываете, это правильная линия, чтобы и муниципалитет внес свою долю, но основную тяжесть вынесли и решение конкретных задач. Не общую подачу, как подачка подать, а именно конкретно или IT-классы открываем мы там на оборудование, или производство каких-то лабораторных приборов, 3D и так далее, вот, нужный для школы, или летательный аппарат, или робот школьный. Вот на такие вещи надо, а не в целом кучей по нем безымянные деньги давать. Конкретные задачи. Если школа ставит такие-то вопросы, производство школьного робота для решения таких-то задач. Не только собрать надо робот, а чтобы робот работал. Вот поэтому я очень большое внимание уделяю развитию меценатства в системе сети президентских школ. И давайте вот в ноябре, где-то в ноябре, проведем первый форум меценатов сети президентских школ, а до этого каждая школа должна создавать советы при школе. И в заключение нашей силой, как в свое время говорили, якутской чудой, должно быть повышение мастерства и профессионализма учителя. Вот то, что Юрий Иванович начал второй поток совместно с Фондом будущего поколения, 100 аспирантов, вот это системно надо внедрять. Именно школы не только готовые ученые пришли, но и из недр школы защищались, приобщались к науке. Учителя, рядовые учителя, чтобы они и методику писали сами, и методы преподавания, подходы к детям и так далее и тому прочее. А это поможет только наука. Поэтому требование, что наши учителя, особенно молодые, приобщались к науке, поступали в аспирантуру. Надо дать возможность даже очно учиться. Но в основном, наверное, будут заочно учиться. Но желательно, конечно, в ведущих вузах страны. Вот это будет действительно долгоиграющей и нашей опорой, и нашего подъема образовательного уровня в наших школах и прежде всего в сети. Я искренне благодарен вам сегодня и в будущем. С многими с вами я вместе работал в свое время. Да? Это вы кадры моего поколения, практически работы, периода работы. Поэтому я вас хорошо знаю, ваши возможности. И, Федосия Васильевна, вам персонально очень большое спасибо. И Ирине Павловне, так, что вы так преданно служите не только по должности, но и активно. И, Федосия Васильевна, нам надо подумать, все же у нас больше было членов-корреспондентов и академиков Академии образования. У нас, по-моему, сегодня, если я не ошибаюсь, два человека, по-моему. Или 2 человека, по-моему, так? Все же надо Академии образования договориться, установить, возобновить связи. И в предстоящих выборах нам надо участвовать в выборах, чтобы избраться член-корреспондентами и академиками образования. У нас есть и моральное право, и задел большой, и подготовленные доктора наук. Спасибо, друзья. Успехов, удачи.
Спасибо большое, Михаил Ефимович. Мы все законспектировали, все записали. Ваши слова для нас как путеводная звезда, стремящегося вперед наших с вами коллективов к новым достижениям. Уважаемые коллеги, Юрий Иванович, Юрий Иванович, да, слушаем. Юрий Иванович, я вчера ребятам сказал, давайте у нас должен быть понятный, призывающий девиз. Так, лозунг, так. Не только часть а содержащее содержание. И предложил обсудить и рассмотреть девиз следующего содержания. Объединяя лучшее, быть первым. Поэтому вы тоже обсуждайте, а потом в конце возможно. Принято. Наш девиз мы еще раз обсудим. Объединяя лучшее, мы поняли, что надо стремиться к лучшему. Так что я думаю, мы к этому вопросу еще вернемся, мы отдельно обсудим. Мы вчера тоже обсуждали, что нам и атрибутика необходима, и культура президентских школ, и гимн наш общий, и к эмблеме, которые первые отцы, вот основатели, директора создавали, и вот цветовая гамма. Мы все это, культуру, которая должна быть нашей сети, я думаю, мы обязательно обсудим и на утверждение вам, Михаил Ефимович, отправим. Уважаемые коллеги, мы на этом докладную часть завершаем. Практически 2 часа наступило. Я очень хочу спросить наших участников, которые сидят у себя в районах, есть у кого возможность, желание выступить? Юрий Иванович, можно мне, да? Слышно меня? Вас не слышно. Актемский лицей, можно, да? Говорите, говорите. Добрый день, уважаемый Михаил Ефимович, Феодосия Васильевна, уважаемые коллеги, Юрий Иванович. Я от имени Актемского научно-образовательного центра приветствую всех участников нашего первого пленарного заседания сети президентских школ первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И мы очень рады, что такое мероприятие состоялось, в том плане, что мы все объединяемся в один сеть, и у нас будет одно направление, которое будет нас всех связывать. Это сетевое взаимодействие. Я хочу сказать, что я сам лично являюсь учеником и был тогда еще учеником, когда становилась вот эта работа вся, сеть президентских школ. Наша школа тоже входила в первый состав этой сети. И я очень хорошо знаю, как проводилась тогда работа, как начиналась тогда работа, и какие мероприятия и работы велись. Да? Поэтому мы все коллективом сегодня послушали, и весь коллектив понимает и поддерживает вот это стремление и вот эту стратегию развития сети президентских школ до 1932 года. Поэтому, уважаемые коллеги, коллектив Актемского научно-образовательного центра призывает всех коллег включиться в эту работу очень активно и поддерживать друг друга методически и практически. Поэтому мы все принимаем стратегию и девиз сегодняшнего мероприятия, который предложил Михаил Ефимович Николаев. Спасибо всем и удачи всем в плодотворной работе.
примера из жизни, из истории нашей страны, как создавался Новосибирский академгородок. Подобно этому в наших селах, в наших районах, где работают наши сеть, наши школы сети, возможность будут создаваться уникальные центры. 18 мая 1957 года академики Лаврентьев и Христианович предложили создать в Новосибирске один из крупных центров, перевести из Москвы 3 крупных института. Очень долго обсуждали, но решение 20-го съезда КПСС, который предусматривал ускоренное развитие производительных сил восточных районов страны, приняло решение создать академгородок. Безусловно, очень сложно создавался этот центр. Сам академик Лаврентьев, отец-основатель, писал: «За 1 год мы построили всего лишь 1 институт гидродинамики, в котором разместились еще 5 институтов. Но никто не жаловался, и каждый верил, что наступят лучшие времена. А жилось довольно нелегко, особенно зимой. Ученые валили сухостои, пилили, кололи, таскали дрова ведрами в воду. Мы сами создавали столовые, детский сад, сами готовили себе, но каждый из нас верил в светлое будущее». Были случаи, когда совнаркомы, местные чиновники полностью крали наши припасы, цемент и все остальное, и мы оставались без ничего. Но ни на минуту-секунду мы не сдавались и верили, что будем создаваться в нашей сибирском городе уникальный центр, и боролись за каждый гвоздь. Это, конечно, мелочи, но были дела и крупнее. И оглянуться не успели, а Москва все срезала, все ассигнования. Пока разберешься, кто и где, все уже было утверждено, а раскручивать все снова было намного труднее. Но мы сразались за каждый рубль, за каждую мелочь, потому что, если 1 раз дать себя отстричь, то это означает, можно еще раз, а там, глядишь, и ничего не останется. Поэтому каждый раз мы звонили в Москву, летали руководству, не боялись, ибо верили в наше правое дело. Построив академгородов, мы знали, что шедевров архитектуры у нас нет. Все жилые и институтские здания построены по типовым, либо по повторным проектам. Их внешний вид нас особо не волновал. Мы делали ставку не на уникальные здания, а на уникальных людей с новыми идеями. Сегодня мы с вами, уважаемые коллеги, знаем, что Академгородок – один из всемирных центров, и нам, возможно, предстоит, раз вице-президенту Академии наук СССР были такие трудности, чего ждать нам? Будут трудности, и мы должны их преодолеть. Хочу сказать, как создавался Томский государственный университет, первый университет в азиатской части России. Основан был он императором Александром II в 1878 году как Императорский Сибирский университет в городе Томске. С основания именно этого университета начиналось освоение Сибири, эпоха просвещения образования в азиатской части России. Сегодня Томский университет является одним из крупнейших классических университетов с мировым именем. Огромную роль в создании Томского университета сыграли выдающиеся деятели науки, профессора Флоринский и Дмитрий Иванович Менделеев. Сегодня мы имеем таких соратников в лице Феодосии Васильевны Габышевой, в лице Владимира Анатольевича Егорова и, безусловно, нашего дорогого Михаила Ефимовича Николаева. Но вы знаете, в то время среди правительства страны были огромные противники Томского университета. Например, один из приближенных победоносцев докладывал лично императору: мысль об учреждении университета в Сибири, возникшую в период совершенного оскуднения и падения наших университетов, я с самого начала называл несчастную и фальшивую. Каких профессоров достанут в Сибири, когда и для здешних университетов не знают, где достать серьезных и надежных людей, особо юристов? Общество Томское состоит из всякого сброда. Можно только представить, как оно воздействует на университет и как университет на нем отразится.
Однако исключительно благодаря твердой позиции министра просвещения Российской империи Делянова было принято высочайшее решение в пользу безусловного открытия университета. И сегодня мы имеем Томский университет. И сегодня найдутся среди нас люди, которые и внутри наших коллективов не будут верить в наше дело, и в министерстве не будут верить в наше дело, и, возможно, в наших администрациях. Но только наша инициатива, наша твердость сможет это победить. И один лишь пример нашего выдающегося учителя Михаила Андреевича Алексеева, который за 53 года окончили его школу более 3000 выпускников. Посчитайте, в этой глухой якутской деревне Верхневилюйске, более чем 600 километров от столицы республики, выпускниками являются 42 доктора и 157 кандидатов наук. Не это ли является примером и путеводной звездой для нас, сети школ первого президента? В добрый путь, дорогие друзья, верьте в себя и не сдавайтесь никогда. Я уверен, что наши главы управлений, образования и улусов поддержат в этом светлом деле. Ура, товарищи! И на этом мы заканчиваем наше пленарное совещание. Большое спасибо всем участникам. Впереди много работы. Завтра секции, послезавтра... извините, пожалуйста, увлекающийся человек Семенов. У нас есть прекрасные моменты. Разрешите приступить к награждению учителей сети школ первого президента за преданность делу воспитания и обучения подрастающего поколения, многолетнюю добросовестную работу в системе образования наградить нагрудным знаком отличник системы образования Республики Саха-Якутия Птицына Петра Михайловича, учителя технологии и изобразительного искусства, черчения Майнского лицея имени Ивана Гавриловича Тимофеева. Наши сердечные поздравления из сердца нашей республики, города Якутска. Уважаемый Петр Михайлович, желаем дальнейших успехов и внедрения новых технологий в вашем прекрасном деле. Почетной грамотой Министерства образования и науки награждается Николаев Джулустан Александрович, учитель истории обществознания Мюрюнской юношеской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева. Поздравляем, Джулустан Александрович, и желаем дальнейших успехов. Разрешите вручить медаль за вклад в развитие научно-исследовательской деятельности обучающейся Республики Саха-Якутия. Медаль Академии наук Илларионовой Венере Илларионовне, учителя русского языка и литературы Якутской городской национальной гимназии имени Антонины Гаврилевны и Николая Константиновича Черяевых. Почетной грамотой Академии наук Республики Саха-Якутия награждаются Никитина Валентина Гаврилевна, учитель биологии Якутской городской национальной гимназии, и Максимова Наталья Михайловна, учитель начальных классов.
На этой торжественной ноте разрешите завершить наше пленарное заседание. Большое спасибо. Продолжаем работу в секциях. До новых встреч и до закрытия нашей большого мероприятия 18 марта. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, Ibu tadi aku tulis tadi.